Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад сообщить, что приближается сезон охоты и рыбалки. И в связи с этим у нас в группе поступление новых охотничьих ножей. Можете пройти группу ВКонтакте. Ссылку я дам в описании под этим роликом. И посмотреть себе охотничьи ножи на сезон. Всем спасибо, приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие подписчики и телезрители, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав, и сегодня у нас рыбалочка. Я, значит, сегодня приехал с опозданием к ребятам, ребята уже сидели с утра. Говорю, я, значит, поймал одного сышка и одного окушка за весь день. Владислав Дмитриевич вообще ничего не поймал за весь день, так что рыбалка только начинается, ребята. Сейчас вот переставили палатку оттуда, где они сидели. Они сидели на слишком мелком месте. Вот. Здесь 4 метра. Мы здесь планируем с Владиславом Дмитриевичем остаться на ночь. Сегодня у нас погода 40 градусов. С утра было 48. Немного потеплело до 8 градусов. Что еще? Ветер южный, небольшой, умеренный, 1-2 метра. Поклевка уже есть, поэтому вот экстренно включил камеру. Где ты? Ага, есть. Кто-то взял, ребята. Кто-то схватил. Оу, красавчик. Еще и за мормышку, за верхнюю. Ну, глаз пришел. Глаз, свежий глаз. И этот. Кишка. Карах тебе надо. Да. Вот конкретно. Тебе кальмар надо. О, Дмитрий взял щуку. Красавчик, а. Где ты там? Ну иди сюда. Ну и все. Теперь обратно иди. Посмотрим, получится у него маленькая щука. Ай, ёка, ушел. Оторвался еле на коре. Слишком напряженку дал он. Вначале. Рыба есть, оказывается, ребята. Это радует. Вот мы ждем сига. Все ждем сига. Но... Дмитрий ждет, я жду. Яныч взял уже, он не ждет. Он уже норму взял свою. Но, о, кто-то взял маленький жирлицу. О, совсем жирличный. Так, сейчас надо пойти жирлицу где-то воткнуть снаружи. Щуку поймаем сегодня, если большую. На! Так, у нас начинается вечерняя рыбалка. Сейчас уже щуки уже спать ложатся. Будем ждать поклевку сигов. Эй, этих. Есть здесь сорок. Да. Сейчас будем на них.
Горел Яныч, как всегда, первый. Поймал. Молодец. Молодец. Спасибо. Жерлица тебе надо не было так. А ты лоха, брат? Хорошка. Так, на жерлице он сразу собираем. Для этого достаем удочку на мелочевку. Такую. Вот. Так он. Оп. Ганя бросает. Ну, говорю, я второго уже поймал. Что не может не радовать. Это значит, сегодня будет хорошая рыбалка. Ночная. Так, все спрашивали, что за кальмар. Показываю. Вот обычный вот такой вот кальмар. Не знаю, вот. Я отодрал шкурку, вот он становится таким белым. И сейчас нарезаю его маленькими кубиками удобными, чтобы рыбка могла аккуратно их в рот взять. А Горел Яныч начинает дубасить. Вечерний дубас. Ганя бросает. Там себя не похвалишь, никто не похвалит. Как вы думаете, что он пишет? Пишите в ваших комментариях, что он говорит на якутском. Даю подсказку. Он себе похвальная фразу сказал про себя. Опа, есть. О, пошел, правда. Мелковатый был. Идет. Меня кратутарын. Меня, блин, дуровая была. Бүділер бәдев. Ол дескаты хам судың көрген. О, все, начался вечерний клев. Жерличные клюют сразу вот. Çok ya. Çok çalır olarım. О, это уже даже на завялку пойдет. На завялку пойдет. Я баратил, что болтать. У тебя не жерлище. Болта ходил рыбки мата. Это улица. Это не жерлище. Хороший, однако. Хороший. О, хороший. Ой, не успели. Шелечный. Жерлище тому, что хотя бы водяя. Ты моди. Мне его было бы. А что на хамака по? Почему? Ого. Какая-то было. Куда? Урок надо, как жерлище.
Вот что я сижу, а тут ладно, дай по нему просто. Будем не тагари. Завтра работа у вас хорошая. Вот. Это чуть-чуть. На завялку. Грамм 50 большой. Пошло-поехало. Чебак, чебак. Этот тоже все пойдет. Хорошо клевает-то как, а? Че видите? Я тебе нравлюсь. О, что вы не делаете? Да, мы одеваемся. Одеваемся, готовимся к ночной рыбалке. Сейчас вечером жарить чебака будем с Дмитричем. Поэтому я вон туда вон кидаю. На жареху. Ну все, говорил Яныч, поехал домой. Счастливого пути пожелаем. Ночевать не хочет с нами оставаться. Дома дела, говорит. Завтра в лес уезжает. А мы завтра весь день рыбачим. А мы рыбачим весь день завтра. Это для больших чебачков. Очень больших чебачков. Есть, наконец-то. Хороший чебачок. Прикормку делаем из чешуи. Самого есть будем сейчас. На жареху. Что-то чебачка жареного захотелось.
Манка у нас есть, масло есть, сковорода есть. Что еще надо для жареного? Для жарения. Клюет тут. Есть чебак. О, этот нажарили цветок. Или тоже пожарим. Клюет. А? Чаха и вниз жарится надо. Да? Чем щедрее прикормишь, тем щедрее будет клев. Бахама. Бахама. Быстро, быстро надо. Давай. Уходи. О, что меня-то. Ой, тебе барахтать. Отлично. Остыгно. А? Остыл ровничь. Покрупнее была бы. Хорошая вещь была бы. Покрупнее. Чебачок покрупнее. Ну. Ай, какой-то мелковатый идет. Имей в виду. Совсем мелкий. Ну ладно, пойдет. А это что такое? На жареху пойдет. Хороший идет, а? Ты смотри-ка. Хороший. Прикорм покрытый архабите. Ой, ёлка. О, чуть не ушел, а? Зацепился за край это. Красиво. Ну. О, сейчас пожарим. Пожарим сейчас чебака. С Дмитриевичем жареного чебака поедим. Вечерочком. Перед сном. Да, Дмитрич? Когда ел последний раз? Я вообще не ел чебака. Никогда в жизни? Ох. Еще не пробовал, да? Ну все, сейчас будешь пробовать, значит. Дмитрич никогда в жизни чебака жареного не ел, поэтому сейчас мы ему нажарим. Блин, клеворахалово появился. Мало ребятки. Он как был или дивный. Давай сюда на разделочный стол. Да. Потому что вот такая. Буранди ханин наверное. Врежь жарья кашин.
Есть, так клюет. Тихо, тихо. Опа, сороженка на среднюю взяла. 10 сантиметров от дна. Здесь еще есть лайфхак. Это хобби. А ты специалист или мягкий? Кто-то клин. Сковородка пойдет. На жареху пойдет. Тихо. Сразу. Муба, потому что не трудно. Кальмар барбипас. Кальмар, да? Ну все, сейчас. Сразу Дмитрич поймал его. Сразу его сковородка. Что тут за тишина такая? Идем по кулёпке. Процессы приготовления. Ну. О, сейчас будем готовить. Сейчас будем жарить чебаков. Жарить будем на манке. Жареного чебака будем сюда скидывать. Чебак-то чебак. Да, сейчас жареный чебак будет. Что нам надо? Нам нужна сковорода. Это раз. Наливаем масло в сковороду. Это два. Первый чебак пошел. Рыба очень свежая, поэтому, наверное, быстро будет жариться. Вот так это выглядит. Здесь сверху.
Айра буранина. О! Жерличный. Ай. Ну вот получилась вот жареная рыбка. И будем сюда еще масло, хлеб макать. Дмитрий сказал, так делать будем. Вот. Это кусок жерлицы отвалился. Так, нарезаем хлеб. Сейчас дегустировать будем, а? Наверное, вы знаете, как хлеб резать. Так, рыба костлявая, поэтому хлеб обязательно. Вдруг подавишься косточкой. Ну все, Дмитрич, приятного аппетита. Желаю тебе удачно попробовать впервые в жизни чебака жареного. Потом услышим мнение Дмитрича по поводу жареных чебаков. Ну что, бери самого большого. А что так стесняешься-то? Бери побольше вот, самого крупного. Самого маленького, говорит, буду есть. Зачем маленького есть, когда большой есть? О! А? Все, чебучеки. Ваши друзья кушаем. Даже в гости посмотреть не пришли. Мы уже начали есть. А я попробовал. Можете смело есть. Все, Дмитрий добро дал. Можно теперь чебаков есть постоянно. Жареных. Теперь все время будут просить для жареных чебаков. На рыбалке. Чебаки, где были? Вкусные чебаки, где вы? Теперь на завтрак идите, день. Теперь на завтрак чебак нужен. Теперь уху будем варить из чебаков. Не ухата, что Уху Дмитрич не хочет что-то пробовать. Заподозрил, что уха не получится. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если скажете, что уха вкусная, будем готовить уху для Дмитрича в следующем выпуске. Пишите ваши рецепты. Давай, иди, ладно. Спасибо шеф-повару этой палатки. За столь чудесный... Как